Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире полдень, на дворе Масленица, весна. Значит, вы смотрите программу «Счастливый час» на канале БСТ. В студии Альфия Юсупова. Оставайтесь с нами, будет очень полезно, можете поверить. На сегодня Министерство торговли и услуг в еженедельном формате мониторит ценообразование на полках как федерального, так и регионального ритейла. По нашему мониторингу мы видим, что цены на отдельные продукты с начала года незначительно выросли, но именно такого резкого подорожания мы на сегодня не наблюдаем. Итак, дорогие друзья, вот именно об этом мы сегодня с вами и будем говорить. Еще австрияк Марк Твен провозгласил однажды: прежде всего нужны факты, а уж потом их можно перевирать как угодно. Да, дорогие друзья, прежде ложная информация называлась ложные факты, называлась дезинформацией. Сейчас все это называется фейком. И в связи с участившимися случаями фейковых новостей, которые касаются и экономики, и политики, и культуры, правительства Российской Федерации запустила портал «Объясняем РФ». Вот об этой новой площадке по противодействию в информационном поле и о том, что делать, как отличить правду от лжи в огромном потоке информационных и экономических новостей, мы и поговорим сегодня с нашими гостями. И я представляю первого эксперта, финансовый консультант Марина Бесярина. Марина, здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы спросить, как вы считаете, действительно ли достаточно высокий запрос в обществе именно на создание подобного медиаресурса, как «Объясняем РФ»? Да, необходимо. Я раньше работала в банковской системе, и банки вот сейчас на своих приложениях это все объясняют. И очень хорошо, что именно вот такой портал, ну не для всех, не все же люди там с банками связаны, а именно такой портал необходим, людям необходим. На котором будет исключительно проверенная информация размещаться, да. А работать он будет, как мы понимаем, по аналогии с «Стоп-коронавирус РФ». Угу. Ну, то есть это то, что действительно в наше время совершенно необходимо. Вы заглядывали уже, смотрели? Нет, я не заглядывала на этот канал. Почему необходимо? Во-первых, очень много терминов сейчас, которые людям непонятны. Вот SWIFT отключили, да? Вот паника начинается. Я же консультант, столько народа мне звонит, да? Они знают, что это такое, по большому счету. И столько вокруг этого ложной информации идет. Я всегда рекомендую, читайте только проверенные каналы, где есть какое-то авторство, а не так, что одну информацию взяли, а потом тын-тын-тын-тын и по всем каналам, особенно в Телеграме, распространили. Вот смотрите, вообще считается, что фейки относительно экономических новостей не настолько частые и не так их много, как то, что касается фейков на политическом поле. Или все-таки сейчас уже ситуация меняется? Я вижу много информации фейковой. Причем она еще окрашена так вот, все пропало, к примеру. Люди паникуют, и этой информации, ну, я, по крайней мере, может быть, у меня просто взгляд заточен уже, я этой информации вижу больше. Но больше всего такой вот информации, фейков, выбрасывается относительно самых нужных, актуальных для людей проблем. То есть это кредиты, ипотеки, продовольствие. Вот почему именно такие новости, и вообще, почему новости подаются в таком негативном ключе? В чем смысл? Ну, смотрите, насколько я понимаю, да, информацию негативную читают в разы больше, негативную информацию. То есть у нас так устроен мозг, мы прежде всего реагируем, да, все верно, на тревожность какую-то. Да, но потому что у нас главное, мы простроены так, чтобы мы жили в безопасности, и когда это разворачивается с другой стороны, страхи, тревожности, вот это вот, как вы сказали, это людей беспокоит. То есть здесь ну, определенный смысл. Не во всех странах вот так есть. Восточные там страны, Япония, та же самая Китай, у них есть некие ограничения вот, по поводу того, как информацию подавать. Больше радостной информации. У нас, может быть, стандартов нет пока. То есть нам предстоит этот институт Думаю, еще да. поставить на ноги. И Думаю, уже, да. ну да, хорошо, еще раз подчеркну, дорогие друзья, что есть
медиаресурс «Объясняем РФ». Кстати, наша программа сегодня так называется «Объясняем Башкортостан». И если у вас есть вопросы, тоже звоните, спрашивайте, наши эксперты с большим удовольствием ответят. Вот в экономическом секторе, Марина, сейчас события развиваются просто стремительно. Столько изменений. Это и повышение ключевой ставки Сбербанка, Да. это и уход Сбербанка с международной арены, отключение от Свифта. Нельзя покупать и вывозить за границу больше 10 тысяч знаков, скажем, да, Долларов, да. валюты, долларов, да, и так далее. Хотелось бы услышать, как вот весь этот океан, глубокий океан изменений отразится на рядовых гражданах. Насколько это серьезно? Ну, давайте сначала ставку рефинансирования поднял Центральный банк. И Сбербанк, как и многие другие банки, значит, отреагировали на эту ситуацию. Это, с одной стороны, мера защитная, потому что, представляете, был огромный поток снятия денег. Да? То есть если 22 февраля сняли там стандартную цифру около 2 миллиардов рублей, то, Это стандартная цифра считается. типа статистически стандартная, то 24-го сняли там 111. Это в 50 раз больше. И это была паника. И, естественно, Центральный банк всегда так делал, за исключением коронавируса, вот это коронаканикул. Он всегда раньше реагировал так, чтобы успокоить вкладчиков, чтобы они не снимали То деньги. есть понимали, что они не потеряют, что наоборот даже более выгодно, И если они оставят депозиты. Да, все верно. И это остановило. Это остановило выровняло, достаточно движение. серьезно выровняло ситуацию. То есть вот эту панику сняли. Но у этой ставки есть два конца, да, получается, те, кто сейчас выжидал там ипотеку, ипотечный кредит, конечно, сейчас условия сильно выросли. То есть, еще раз давайте подчеркнем, те, кто уже состоит в какой-то ипотечной кредитной истории, для них ставка не останется. остается прежней. Дорогие Да, друзья, это да. очень важно. Опять же, заходим на проверенные ресурсы и смотрим правдивую информацию. Кто начинает эту историю заново, но, к сожалению, да. она Значит, меняется. для тех, кто начинает эту историю заново, совет такой, что пока вот это ажиотаж. Пока, наверное, надо подождать. Но я, по крайней мере, если у вас одобрена ставка была до 11-12% ранее была, а она обычно 5-6 была, спецпрограммы все остаются прежние. То есть можно, в принципе, Можно, найти какие-то да, варианты. И можно банки найти, достаточно да. гибко Да. реагируют на эту ситуацию. А Просто вот нужно работать с специалистами, Все получается. верно, да. А если уже ставка вот такая, то сейчас ипотеку брать надо прежде всего посмотреть и у банка запросить, сколько у вас будет месячная нагрузка. Четко свои финансово-экономические возможности смотреть. да, Да, трезво оценить. В принципе, это всегда нужно. И сейчас, как никогда, трезвое критическое мышление Да, и да. такой вот рационализм в подходе ко всему должен прежде всего возобладать, наверное, у всех. Поэтому нужно учиться растить свое критическое мышление, никуда не денешься. Это Да. сегодняшние реалии. А всегда ли рост цен обусловлен общемировой такой вот ситуацией? Раньше было вот не всегда. Потом, например, помните, морковка выросла ни с того ни с сего? Да, потом, правда, опять вернулась. Потом но она выросла. вернулась, да. Но почему она выросла? Потому что, например, Китай закупал ее массово. Казалось бы, где мы, где Китай, но мир настолько сейчас взаимоувязан, и от этого он очень хрупкий. Но сейчас, в сегодняшней ситуации, Россия, она внутри оказалась, и цены на ряд продуктов будут регулироваться. Это на основные такие продукты, которые в список социальный входят. Молочка, хлеб, Ну, тот самый борщевой набор. борщевой набор, сахар, да. И уже сегодня ритейлеры, такие там, как «Магнит», они уже сегодня объявили, что они будут работать только с 5% наценкой. Но это не говорит о том, что абсолютно все продукты останутся в таком диапазоне, к сожалению. Но основная социальная, так называемая, корзинка, ее Да, все-таки да. будут удерживать. Раз пообещали, да, за этой ситуацией, безусловно, нужно следить. Да, и сейчас, я думаю, не будут наши предприниматели ориентироваться, на сырьевые там цены. У нас сейчас в России другая ситуация. Правда ли говорят наши эксперты, когда указывают на то, что не такая, несмотря на такой вот скачок сейчас, да, на валютном рынке, что все равно рубль не настолько привязан к доллару, к евро, нежели во многих других странах?
Это вот такая успокоительная мера, это действительно так. Сейчас смотрите. Значит, не секрет, что Россия сырьевая страна, не секрет. И сейчас мы все ожидаем, как выручка будет идти от энергоресурсов, от нефти, газа. Поэтому на ряд продуктов, которые сюда возятся, да, на импорт, надо четко понимать, на что будет рубль с долларом зависеть, а на что не будет. Например, птица, свинина, у нас своя есть. Много сельхоз овощей там, это тоже свое. Да, семена, зерно, кстати, тоже то, чем пугали, Зерно что нет, свое, да. есть это все. А вот, например, зависимость от говядины или от рыбы, тут колебания цен возможны. То есть, если так Хотя вот... есть, опять же, мы надеемся, что будет подниматься свои фермерские хозяйства. Сейчас я скажу, да. Сейчас ведь надо ожидать большого роста рабочих мест. Потому что уже сегодня, например, есть пакет успокоительных мер, как я их называю, от Мишустина, и очень здорово, что это сделано, на ряд направлений, где эти предприниматели будут освобождены от налогов на 3, а то и на 5 лет. То есть это надо возродить. Это касается блока, все, что связано там. Ну, надо смотреть, конечно, там, попадаете вы или нет. Во-первых, это должны быть инновации какие-то, но во многих отраслях все, что связано там с компьютерами, к примеру, с киберзащитой, с медициной, с лекарствами, со здоровьем. То есть сегодня опубликован список направлений, где уже вот эта поддержка Реальная есть. поддержка будет. Да, и, кстати, от 3 до 5 лет, а еще есть абсолютно для всех малых предприятий, малого и среднего бизнеса, для всех ИПшников освобождение от плановых проверок до конца года. Это уже независимо от того, какой они деятельностью занимаются, именно для своих. Вот на этой такой оптимистичной ноте мы ненадолго прерываемся, дорогие друзья, и верим только проверенной информации. Сейчас формируются списки граждан России, которым нужна помощь за рубежом. На их основе будет составлен график рейсов для возвращения из-за рубежа россиян. В первую очередь необходимо сообщить, что такая помощь вам необходима. При этом сегодня вы можете вернуться на территорию Российской Федерации через определенные страны, например, через аэропорт Стамбула. Сообщить о том, что вам нужна помощь, можно 3 способами. Первый – это позвонить на горячую круглосуточную линию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Второй – написать на специальную почту МИДа России. И третий – позвонить на горячую линию Ростуризма. Если вы находитесь в зарубежных странах, которые закрыли авиасообщение с Россией, вам необходимо зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». Если вы купили путешествие у туроператора, обратитесь к нему для урегулирования маршрута возвращения. Если вы путешествуете самостоятельно, обратитесь к представителям перевозчика. Также в Республике Башкортостан создан специальный ситуационный центр, куда вы можете обратиться и узнать актуальную информацию о том, каким способом сегодня возможно вернуться на территорию Российской Федерации. Фейки. Да, фейки. И не надо верить, надо башку соображать, что там, и самим. И то, что пишут, между строк тоже читать и думать, собственно, какое у тебя мнение к этому. Я смотрю только по федеральному каналу новости. Я не верю этим фейкам. Я знаю то, что это все ложь, провокация на деньги наших недругов западных. Я понимаю, что украинцы, бендеровцы, все обман лжи. Уж надоело такой это лжи, хотя бы вот это прекратили бы. Где-то из интернета, где-то еще где-то слышу. Но надо правильно анализировать всю информацию, воспринимать, потому что очень много фейков, очень много неправды, все вот это вот. Нужно включать мозг, как говорится. В соцсетях что-то, новости какие-то смотрю. Я в основном общаюсь с ребятами, кто там, поэтому нормально все. Читаю, да. Есть источники проверенные. Итак, дорогие друзья, продолжается программа «Счастливый час». Объясняем Башкортостан.
Роберт Шекли когда-то сказал, не так, эту фразу, наверное, запомнили уже многие, самое обидное, что в информационной войне заведомо проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, в то время как лжец может нести все, что угодно. О самой природе информационного внушения мы как раз-таки и поговорим сегодня со специалистом по интернет-коммуникациям Леонидом Егоровым. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Приятно вас видеть. У нас, кстати, еще остались вопросы и к Марине тоже. Мы по ходу будем вот перекидываться с политических, информационных на экономические, потому что от зрителей вопросы тоже поступают. Давайте начнем с АЗОВ. Вообще, Леонид, вот такое профессиональное определение для, скажем, зрителя. Что же такое фейк? Давайте сразу разделим. Да. Сейчас принято фейком называть вообще все, что неправда, и все в этом духе. Полуправда – это, в принципе, тоже тот же фейк? Полуправда – это если я, допустим, будучи журналистом, не проверил информацию и вытащил историю про то, что, допустим, человек умер. Правда в том, что человек есть, а ложь в том, что он умер. Да? Но на самом деле ни на что это не влияет, я просто не проверил информацию. А фейк, он, как правило, работает на эмоции, на какие-то, побуждает вас к каким-то действиям и уже конкретно, условно говоря, обманывает вас. Это не просто ложь. Вот. А почему так часто ведемся мы именно на эти фейковые новости? Именно из-за их такой вот мощной эмоциональной составляющей? Ну да, там в первую очередь это эмоции. Во вторую очередь, мне кажется, потому что у нас в целом много цифрового шума. Если там замечаете, ваши коллеги по работе, да, и наши коллеги, люди в автобусах постоянно скроллят ленту, то есть для них это такое действие ежедневное. И единственное, что их может вытащить из этого потока, это что-то эмоциональное, в то же время истеричное, либо еще что-то, причем приправленное какой-то фотографией. В тему или не в тему, это уже второй вопрос. Как раз вот немножко можно углубиться, но совсем чуть-чуть, чтобы было понятно и достаточно для большинства наших зрителей, как устроены фабрики фейков. Здесь, наверное, скорее не про саму фабрику говорить нужно, а про то, как на эмоции они давят. Да? Как человеку понять, что он сейчас столкнулся с условным фейком. В первую очередь у вас появляется, вы остановили ленту. Вы остановились и вчитываетесь. На чем-то, да? Что-то зацепило. Да. А вчитываетесь, это значит, вы улучшаете алгоритм данного поста, потому что сейчас все соцсети устроены таким образом, что либо на удержание, либо на дольше на прочитке текста материал распространяется. В первую очередь у вас вызывается какая-то эмоция, да, это может быть восторг или наоборот там страх или, не знаю, там ненависть или еще что-то. В общем, какая-то эмоция родилась. Второе, как различить, у вас появляется желание что-то сделать. Допустим, вы увидели историю про пустые полки с гречкой, конечно, вы пойдете в свой магазин покупать гречку. Вы зайдете, там гречка вся лежит, а вдруг сюда еще не дошли. Сюда еще не дошло, да. Там где-то уже успели разобрать, а я вот сейчас вдруг Поэтому тоже вы пошли и купили гречку. И самый третий, наверное, такой страшный момент в данном случае, это у вас возникло желание поделиться этим там со своими, не знаю, родственниками, там, друзьями, еще что-то. Все за гречкой рванули. Да, нажать вот эту вот самую страшную стрелочку и кинуть там в свои чатики, да, и сказать, вот мы сейчас бежим за гречкой. Вот. Это о том, в принципе, как в целом вся работает история на психологии. Как фабрики устроены, здесь, наверное, все-таки все по-разному, потому что это могут быть какие-то заинтересованные люди, которые там работают в конкретных компаниях, опять же, не знаю, допустим, производители гречки, или, допустим, люди... Да, они не привезли гречку, не разложили ее на полке, сфотографировали пустые полки. Не дай бог, там, маркетологи каких-то крупных торговых сетей. Мы можем себе представить, что люди могут воспользоваться ситуацией. Да, учитывая, как там работает вообще вся эта логистика, как идут маркетинговые войны между крупными корпорациями. То есть не зря даже в супермаркетах, да, все продукты разложены именно таким образом, чтобы вы дошли до конца, вернулись и еще и жвачку на кассе купили. Тут такая же история. То есть вот это вот такой вот пример. Кстати, вот из тех же фейков, наверное, информация о том, что люди стали, у кого, конечно, были лишние средства, это вопрос уже к Марине, покупать валюту. То есть вот сейчас имеет смысл это что? Это такая вот стратегическая необходимость или это, опять же, какое-то такое психологическое беспокойство? Имеет ли смысл при таких скачках этим заниматься, Марина? Вы очень здорово сказали вот эту фразу «стратегическая», потому что цель должна быть. Если ты в панике сейчас хочешь что-то купить, не надо этого делать. Успокойся. Главное, успокойся. Что ты будешь делать? Ты купил за 130, а продашь, если надо, за 90. Заведомо уже проиграл. Да, и Центральный банк сейчас максимально поддерживает курс рубля и банковскую систему. Я этого не делаю. Во-первых, есть стратегия, как я себя веду. Во-вторых, я подожду, когда эта ситуация нормализуется.
вопрос к Леониду, да, тоже интересно. Есть ли какая-то памятка, что ли, как отличить, что может являться лакмусовой бумажкой, чтобы отличить фейк от правдивой новости? Ну, то есть, опять же, вернуться, да, к историям о том, какие эмоции это у вас вызывает. Во-первых, нужно понимать, что эмоции это у вас какую-то вызывает. Значит, это уже какой-то момент, да, первый раз. Во-вторых, текст, подача тоже, она такая может быть официальная, а может быть уже такая более эмоциональная. То есть в тексте какие-то моменты нужно искать. Нужно понимать, какие там фото, видео, материалы прикреплены, да, понимать, какой монтаж сделан. Банально некоторые фотографии можно пробить по поиску в Гугле или в Яндексе, по поиску фотографий, понять, там, допустим, эта фотография где-то была ранее размещена, там, или она вот конкретно здесь эксклюзивно, в данном случае это чья-то сделанная фотография. Ну, это вот такие основные моменты, наверное. Леонид, ты давно в мире фейков, да, то есть это информационное поле для тебя достаточно уже хорошее, знакомое. Самые такие долгоиграющие, самые вот цепляющие, они обычно чего касаются? Все-таки, наверное, продуктов. Потому что у нас почему-то... Нет, я понимаю, почему, но вот у наших людей очень почему-то вот эта развитая история про то, что продукты закончатся на полках, да еще что-то. Я каждый раз, когда появляется эта история, по-моему, сейчас каждый год такая штука возникает по несколько раз. Вот что с коронавирусом было, что еще что там доллар падает или растет. Все время что-то с продуктами происходит. И вот ты каждый раз идешь в свой ближайший магазин или там в какую-то сеть, и ты смотришь на эти полные полки, и такой думаешь, а где, что? Вот, поэтому, наверное, все-таки вот все, что связано с продуктами, вот с гречкой, с макаронами, что-то там еще одно время было с тушенкой связанное. Я аж даже себе купил несколько банок, потому что пока они говорили, я себя поймал на мысли, что я давно не ел тушенку. Я думаю, возьму-ка я себе тушенку сделаю с макаронами. Вот. То есть они даже так на меня сыграли. То есть все равно попался. Вот не хотел, вроде, но так слегка. Да. Ну, будем считать, что действительно захотелось просто макарон с тушенкой. Вопросы по поводу, возвращаемся периодически, естественно, к экономическим вопросам тоже, по поводу Сбербанка. Вот вывод с международной арены, отключение от Свифта. Нужно все-таки постараться объяснить, как это, опять же, сказывается на большинстве рядовых жителей нашей страны. Значит, от Свифта отключили не только вот давайте так, есть ведущие банки и есть список от Центрального банка. Их там 7-10 банков, а вообще 300 где-то банков в России. То есть, если 10 отключили, 290 работают. Да, это раз. Второе. SWIFT, это его в 1973 году придумали. Я когда работала в банковской системе, мы сами хотели добровольно от этого свифта уйти. И тогда, потому что много есть замены. Примером, например, для населения это переводы Western Union. Это вот похожая очень штука. И когда говорят, что катастрофа, там, ну вот такие вот, мне не хочется сегодня эти слова говорить. Да, не нужно, потому что мы вызываем к аналитическому мышлению, критическому мышлению, в конце концов. И есть аналоги. У китайцев есть свой SWIFT, в конце концов. И Россия не будет парализована. И потом SWIFT, он больше для коммерческих предприятий. Да, которые работают с зарубежными партнерами, это для них придумана эта система оплаты. То есть она не всех касается? Нет, она всех на самом деле касается. Но вот вы в своей жизни пользовались Свифтом, услугами Свифта? Я, наверное, так же, как и многие, про это услышал, когда... Нет, я знал, что это понятие есть. Да, я понимал, что где-то у меня даже на карточках отображено, наверное, да? Но я в жизни никогда эти истории там... Вот это пример, что обычным гражданам не нужен у нас особо этот Свифт. Ну, в любом случае, в любой ситуации, касается ли это рядовых граждан или крупных компаний, всегда есть механизмы, есть варианты, как разобраться в данном случае. Главное, пользоваться, действительно обращаться к проверенным ресурсам и работать с специалистами. А что касается Сбербанка, в России он стабильно работающий банк. И его не коснулись так санкции. Он порядочно очень ведет себя, я хочу отметить. Потому что я была даже удивлена. Кругом были курсы уже 110-120, а у него можно было даже там по 85 перевести. Я своему клиенту помогала по Western Union делать перевод там, в Румынию, например. Вот. Почему там Сбербанк принял решение закрыть? Я думаю, скорее всего, политика такая. И это ожидаемая такая штука. А что он там будет, честно говоря, делать, да, по большому счету, если там сократится поток
россиян. Это, в принципе, к примеру. выверенное логическое решение. Это нормальное логическое решение. Оно вот у меня, как у банковского специалиста, не вызывает никаких вопросов. Леонид, а у вас есть прям пример? Да, у меня есть подруга Алина Брахимовна, юрист, и вот у нее как раз на днях была серия «Сторис». Я вот как раз их подготовил. Значит, она прожила целый день, рассказывая своим друзьям с других стран, в том числе и Украины, о том, что у нас происходит здесь, в России. То есть она прям с утра встала, поехала там по своим делам, по юридическим. Автобусы, говорит, показывает, у нас ходит, снимает сторис. Там вот у нас на улицах тихо, значит. Вот, и дальше идет в банк, там ей нужно было документы отдать, и она показывает, что вот у нас там очередей нет, вот я засовываю карточку в банкомат, вот он мне выдает деньги, никаких нет ограничений. Ну, то есть человек показал весь свой, условно говоря, рабочий день от и до, в котором, в принципе, не было ни одного того момента, о которых сейчас говорят, да, то, что вот есть там очереди, что там, не знаю, там... И в том числе она, кстати, проверила и систему Apple Pay, она там что-то оплатила, там, с айфона, и это все, естественно, работает. И, ну, у меня работает, у моих знакомых, да, все это работает. Я думаю, что с Apple Pay как раз-таки там история касается, наверное, вот того, что там оплата приложений, вот то, что мы делаем там через двойное нажатие. Вот что-то такое. Ну, а в гражданском виде нашем нормальном я не увидел никаких препятствий. Ну, в принципе, понятная ситуация, как раз о чем мы и говорили. И, да, есть и фотопримеры на эту тему, да, дорогие друзья, можете сейчас обратить внимание, посмотреть. Есть много вопросов, в том числе и вот экономического плана, да, спрашивают, можно ли помочь соотечественникам, которые не могут сейчас вернуться из-за рубежа. То есть у кого-то недостаточно средств, потому что они вовремя не смогли вылететь из-за этой ситуации. Значит, обычно уже у людей несколько карт бывает, да? Если речь о чем идет, вот какого рода там, например, проблема может быть, прежде всего надо обратиться в банк. У всех есть смартфоны. Если у вас по каким-то причинам карточка там перестала работать, нужно позвонить в свой банк. Чаты есть. Банк подскажет, как быть в этой ситуации. Там вот эти службы сейчас четко налажены. Худший вариант, если на телефоне ничего не установлено, но нужно родственникам позвонить. И родственники могут прийти в этот банк, и специалисты банка подскажут, как нужно это сделать. Либо это перевод в Western Union, а это не обязательно. Там, чтобы Сбербанк был под эту систему, многие банки подключены. То есть банк скажет, ваша соотечественница, ваша родственница может пойти там вот в такой-то банк и там по Western Union получить этот перевод. Понятно, с этим разобрались. Дорогие друзья, небольшая пауза, и мы возвращаемся к нашей теме. Итак, дорогие друзья, тема «Объясняем Башкортостан» продолжается, и мы напоминаем вам о том, что существует официальный медиаресурс «Объясняем РФ», где можно получать исключительно достоверную информацию. Работает по аналогии «Стоп коронавирус РФ». Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать на официальный медиаресурс, где присутствует только проверенная информация. Помните знаменитое изречение Наполеона, который говорил, что «я боюсь 3 газет больше, чем 100 штыков». И вот сегодня такой экскурс в историю манипулирования массовым сознанием мы совершим с нашим следующим гостем, доцент кафедры философии и культурологии Башгосуниверситета, кандидат политических наук Сергей Горбачев. Сергей, здравствуйте, приятно вас видеть. Добрый день. Когда можно было бы назвать, какое время или какой пример, что это была вот первая попытка манипуляции с массовым сознанием? Ну, история фейков уходит корнями глубоко в прошлое. Пожалуй, даже трудно назвать какой-то конкретный такой фейк. Но можно назвать один из самых известных, скажем, это так называемое завещание Петра Великого, которое было якобы составлено Петром Великим, поэтапный захват всей Европы и так далее, и так далее. Воспользовался им в полной мере Наполеон Бонапарт перед нападением в 1812 году, чтобы сплотить всю Европу и чтобы доказать, что Россия плохая и нужно всем воевать против нее. Но это действительно фейк, потому что Петр I не успел составить вообще никакого завещания. Он даже не оставил наследника. Но впоследствии этим пользовалась, например, и геббельсовская пропаганда, чтобы сплотить Европу и так далее. А самый известный пример манипуляции сознанием, наверное, это в современности, я имею в виду, это известная пробирка Колина Пауэлла, которую он показывал на Совете Безопасности ООН, в которую поверила Европа и Соединенные Штаты Америки, в которую совершенно не поверил в этот фейк ни Россия, ни Китай, ни другие страны.
Почему в это невозможно было поверить? Здесь можно просто включать здравый смысл. То есть Колин Пауэлл приходит на заседание Совета Безопасности ООН, вытаскивает из кармана пиджака пробирку с каким-то мутным порошком и говорит, что это биологическое оружие напрямую из Ирака доставлено спецслужбами. То есть любой здравомыслящий человек придет к выводу, что Колин Пауэлл, судя по всему, очень глуп, поскольку он без костюма химзащиты таскает с собой вот эту пробирку. Оружие, да. Или он бессмертным себя считает. С другой стороны, получается, что Колин Пауэлл террорист. Он принес на заседание Совбеза с биологическим оружием. Что он принесет в следующий раз атомную бомбу, чтобы всем это показать. Колин Пауэлл не глуп, Колин Пауэлл не террорист, значит, это неправда. Вот это обычный здравый смысл. Включаем логику, здравый смысл, то самое критическое мышление, которое необходимо. А чем отличается манипуляция от пропаганды? Здесь на таком конкретном примере пропаганда была в Советском Союзе. Пропаганда нацелена прежде всего на сознание человека. А на то, чтобы ему убедить на сознательном уровне в такой-то правоте, человек сразу понимает, что это пропаганда и может от нее отстроиться. Что касается манипуляции сознанием, то она обычно осуществляется скрытно, подается под какими-то другими продуктами. И манипуляция сознанием не всегда основывается на прямой лжи. То есть она нацелена на бессознательное и нацелена на то, чтобы убедить человека поступать в соответствии с тем, как хочет манипулятор. Приведу на очень конкретном простом примере. Вот выходит человек из Москвы, ему нужно в Рязань, а дороги он не знает. Навстречу ему попадается манипулятор. И этому манипулятору нужно, чтобы он пошел не в Рязань, а в Калугу. Если он просто покажет ему неправильную дорогу, человек придет в Калугу, поймет, что это не Рязань, и пойдет в Рязань. Таким образом, он все равно достигнет своей цели просто более длинным окружным путем. Манипулятор же ему внушит, что ему на самом деле нужно в Калугу. Он придет в Калугу, может прожить там всю жизнь, а на самом деле ему нужно было в Рязань. Опять-таки здесь уже дело не в самой информации, которая подается, а в интерпретации этой информации. Как ее интерпретировать? Например, если опять-таки коснемся Украины, как там поступают манипуляторы? Вот в любом учебнике, например, советском, российском, написано в 1943 году советские войска форсировали Днепр и освободили Киев. В современных учебниках на Украине пишут, информация вроде дается другая, но с другой интерпретацией. Такая же информация с другой интерпретацией. В 1943 году советские войска форсировали Днепр и оккупировали Киев. Это уже совершенно другое. Одно дело освободили, другое оккупировали. От фашистских захватчиков, а оккупировали сами. Да, и кроме того, здесь действительно вставляются элементы фейков, элементы прямой лжи. Например, неоднократно можно слышать от так называемых украинских экспертов, что якобы в 1943 году специально послали на убой украинцев этнических для того, чтобы они там погибли. Я себе представляю, как, например, генералы советской армии выходят перед строем и говорят: украинцы вперед, мы вас посылаем первыми. Не было там такого. Отношение было абсолютно одинаковое к людям всех национальностей тогда. Все воевали, и русские, и украинцы, и башкиры, и татары, и узбеки, и кто угодно. Единственное исключение составляло для немцев Поволжье. Но опять-таки, немцам Поволжья им было запрещено служить в действующей армии, приближаться к фронту. Но в другом отношении их права не были ущемлены. А если сравнить, например, с положением японцев после 1941 года, после Перл-Харбора, они были интернированы. Они были все до единого, этнические японцы, заключены в концлагеря тогда. И вот об этом американцы не любят вспоминать. Так же, как и не вспоминают вся история Америки, это, в принципе, история захвата, манипуляции и так далее. И почему-то, да, вот сейчас, что больше всего и возмущает здравомыслящее население, то, что вот так вот двулико подается история. То есть все, что касается России, воспринимается в штыки, а все, что касается Соединенных Штатов Америки, это вроде как само собой разумеющееся, то, что им позволительно. Действительно страшно. Если перейти, да, понятно, что мы говорим и о политических фейках, это сейчас очень серьезно все работает. Остались еще интересные примеры у Леонида. Мы хотели бы, да, к ним тоже вернуться и потом опять перейти на манипуляцию сознанием. Да, вот у нас первая история про то, как якобы украинский солдат взорвал мост под Харьковом, и вот его зовут Алексей Аканович. На самом деле вот этот мужчина, который прикреплен на фотографии, тут сразу видно, что у него какая-то внешность, да, не особо гражданская, да, то есть это актер, если там на следующем слайде. Я только хотела сказать, что как похож на какого-то актера. Да, это актер, да, вот Ненад Аканович, может быть, я неправильно ударение ставлю. В общем, у него там что-то порядка 32 фильмов, и на самом деле человек жив, и его можно спокойно прогуглить, и вот, в общем, все,
он живой, здоровый, и все с ним хорошо. Он вообще интересно, сам в курсе, что его, оказывается, где-то под мостом взорвали? Вот это кто же его знает, да? Следующий момент, это вот здесь прикреплена якобы фотография, как русские солдаты-оккупанты пьют пиво после взятия деревни. На самом деле мы опять же видим, что здесь у нас кинокадр, если кто-то хорошо разбирается в кино, это кадры из фильма «Красивые деревни красиво горят». Вот я его лично не смотрел, конечно, но о нем очень много информации, он есть в открытом доступе, можно посмотреть. Вот. Ну и там третий вариант, он тоже связан с кинематографией. Здесь у нас подается история про то, как из украинских городов бегут люди в связи с теми действиями, которые там происходят. Но на самом деле, опять же, это у нас бэкстейдж со съемок фильма «Калейдоскоп», который снимали, кажется, в 2017 году. В общем, этот бэкстейдж выложен уже давно, его можно спокойно найти, посмотреть. И там даже сами жители европейских стран и городов сами нашли этот бэкстейдж и вот возмутились, что такую историю преподносит именно как бегство людей, жителей Украины из своих городов в связи там, с какими-то действиями. Одна из сестер Кардашьян выложила это фото, где якобы жены солдат провожают их. Но здесь мы видим, что, во-первых, девушка легко одета, там на улице явно теплее, чем сейчас на Украине. Ну, тоже такая вот история. Это, кстати, тоже съемки фильма «Война химер». Да, это кадр оттуда. Ну, кинематограф нам просто вот, получается, в помощь этим фейкам очень много да, просто берешь кадров. самые более-менее неизвестные для широких масс фильмы, делаешь скриншоты и подаешь их под другим соусом. Ну, это опять же, то есть разоблачать можно, если ты в этом хорошо разбираешься. Если ты в этом не особенно хорошо разбираешься, то, к сожалению, пополняешь армию людей, которые начинают заблуждаться и, в принципе, готовы даже на какие-то такие, вот, как мы говорим, эмоциональные, не всегда, может быть, правильные поступки и порывы. Если говорить вообще вот об этой истории манипуляции, это ведь та же самая манипуляция сознанием. Но не массовым, если это несколько человек взяли, если они вот сделали ту самую вредную вещь, то есть взяли и переслали, да еще с какими-нибудь эмоциональными комментариями, что да, я знаю, это там какая-то там моя подруга знакомая, вот она и пошла, вот эта вот самая неправильная волна. Что мы сейчас должны делать? Как мы должны построить этот институт защиты, умения работать вот в этом информационном поле, которое просто очень грамотно отрабатывает вот эту систему манипулирования? Ну, я скажу, какие условия есть для того, чтобы манипуляция сознанием была успешной и как они выполняются или не выполняются, например, в России. Для того, чтобы система манипуляции была успешной, нужно, чтобы, во-первых, не было альтернативных источников информации. Запад с этой задачей у себя внутри справился. Альтернативных источников информации там нет. Был, например, Russia Today, его закрыли почти везде, этот канал. Спутник закрыли почти везде. Поэтому альтернативной информации просто нет. Там огромное количество телеканалов, но все говорят одно и то же примерно. Почему, например, у нас многие удивлялись, а почему Запад никак не реагирует на массовое закрытие каналов на Украине? Так это просто они действуют по западному образцу, и все. А во-вторых, это нужен определенный тип человека. А именно, больше всего подвержен манипулятивному воздействию экстраверты. Западный человек экстраверт, он очень плохо знает свой внутренний мир, он очень плохо разбирается в нем и не может отстроиться от манипуляции сознания. Если говорить о людях другого цивилизационного типа, то наименее подвержены манипуляции сознанием, например, индусы. Они постоянно занимаются самоанализом, рефлексией, и поэтому управлять им с помощью манипуляции сознания невозможно. А Россия находится где-то посередине. В России сильно интровертивное начало и экстравертивное начало. Поэтому, используя, скажем, такие механизмы, как рефлексия, то есть анализ самого себя, анализ того, что здесь мое, а то, что мне привнесли манипуляторы, можно от манипуляции сознанием отстроиться, применяя еще и способ герменевтики. То есть герменевтика – это проникновение в суть текста. Это не просто, скажем так, некритичное восприятие информации, а проникновение в суть текста, для этого, конечно, нужны обширные знания. Вот я опять же хотела сказать, что не все не то что такими терминами обладают, но не говоря уже о техниках, вот, которые вы перечисляете. Для этого нужно знать, во-первых, обстоятельства, в которых вам дают эту информацию, могли они быть в принципе или не могли. Во-вторых, знать личность манипулятора, кто он такой, что он делает, зачем он делает, какие у него мотивы. Ну и в конечном итоге сделать выводы. Это манипулятивная информация или не манипулятивная. Ну, например, возвращаясь к той же истории с Колином Пауэллом, можно было просто задать себе вопрос. А Ирак мог создать оружие массового поражения в тех условиях? Нет, конечно. Он под санкциями был больше 10 лет. У него не было для этого возможности. Во-вторых, то, что уже было сказано про личность Колина Пауэлла. Он не глуп и он не террорист.
значит, уже понятно, что это манипуляция сознанием. Вот это очень непростые, но тем не менее действенные способы отстроиться от манипуляции сознанием. К счастью, у нас есть альтернативные источники информации. У нас есть действительно телевидение, независимое от Запада, и другие источники информации, независимые от Запада. Но то, что я наблюдаю сейчас, например, на YouTube, они сознательно выпиливают все, что им не нравится. Перед каждым, например, роликом, который как бы защищает позицию России, обязательно идет политическая реклама против России. Сейчас на YouTube. Украинская дезинформация подается, например. Там. Фейки. То есть гораздо активнее работает информационное поле. Да, а нам что нужно делать? Нам нужно создавать собственные структуры, подобные YouTube, например. Как это делают, скажем, китайцы, те же самые. У китайцев, например, есть своя структура TikTok, популярная во всем мире. Она, конечно, не политическая, она скорее развлекательная, но правила манипуляции сознанием показывают, что даже и изначально не политические структуры можно использовать в политических целях. Вот, например, есть такой канал на Украине «Юмор ICTV». Они сейчас полностью переключились на политику. Они все время показывают наших пленных и так далее, что там происходит. То есть раньше они все время были полны позитива, комедии какие-то выпускали. Сейчас ничего этого нет совершенно. То есть у нас, еще раз говорю, очень хорошие стартовые условия для того, чтобы отстроиться от манипуляции сознанием. Да, кстати, можно, вот мы не зря сделали такой экскурс в историю, можно посмотреть, как раньше. То есть это все на самом деле имеет корни очень давно. Вот как раньше, кстати, представляли нас на различных плакатах. То есть это и медведи, и шапки-ушанки и так далее. Да, обратите внимание, да, сейчас эти картинки можно будет вспомнить. Можно будет вспомнить карикатуру, кстати, Хелмута Битструпа, у которого совершенно изумительные есть карикатуры, касаемые нашего времени. То есть все это работало, все это давно уже действует, и, наверное, нам уже давно пора. И сейчас, надеемся, это происходит, начиная вот с проверенной медиаресурсной площадки, когда свой институт по защите от такого вот манипулирования массовым сознанием. Потому что без этого достаточно сложно. Да, кстати, вот прокомментируйте, пожалуйста, Сергей, вот, да, картинки. Так, ну, это, судя по всему, из нашего прошлого, это Кукрыникс, по-моему. То есть фактически, как это ни странно, но та пропаганда, которая давалась в 60-е, 70-е годы со стороны именно Советского Союза, сейчас оказывается правдой. Да. Вот тогда очень многие над этим смеялись, говорили, да нет, что такое, это на самом деле не так. А это вот дореволюционный плакат мы видим, да. Видите, вот он самый, тот самый русский. То есть начиная фактически с 16 века, когда был создан миф о каких-то особых зверствах в России, в Москве, как тогда называли на Западе. Особо ничего не изменилось. С 16 века, дорогие друзья, это при всем развитии технологий. Просто еще могу сказать, что здесь какие особые зверства? Да, Иван Грозный был, конечно, не ангел. При нем было казнено много людей. Но известно это с точностью до человека. Там 3500 человек было казнено. Ну, я не имею в виду сейчас жертв, например, гражданской войны типа с Новгорода, с Новгородской республики. Да, или крещение. Но почему это известно поименно? Потому что он их всех помнил. Он о всех о них молился и заносил их в поминальные свитки. В то же время примерно при Генрихе VIII было казнено в Англии 80 000 человек. Но Генриха VIII считают выдающимся королем. Да, а вообще говоря о просвещенной Европе, где, помните, когда была вот это вот буквально разгул испанской инквизиции, когда женщине просто в средневековой Европе достаточно было быть красивой, образованной, умной, обладать какими-то талантами, чтобы ее признали ведьмой и казнили. В одном только небольшом городке, если я не ошибаюсь, было казнено порядка 440 000 женщин, вернее, в большом, тогда это сейчас большой здесь город. Добавлю тоже немного. Обычно, когда говорят об инквизиции, всегда говорят о католической инквизиции, и совершенно забывают, что протестанты, на самом деле, сожгли ведьм больше, чем католики. Хотя они это делали на несколько столетий меньше. Петр I, когда прибыл в Западную Европу, никакого там рая земного видеть не мог. Его спутники, которые вместе с ним жили в Голландии, в Амстердаме, писали на родину: невозможно открыть окна уже 3-й день. Все время жгут ведьмы и пахнет горелым человеческим мясом. Вот она, просвещенная Европа. Вот что значит манипуляция массовым сознанием. Мы возвращаемся к нашим более прагматичным вопросам. Да? Мы разобрались вроде бы, Марина, что нужно делать, если вдруг возникают какие-то проблемы, непонятные какие-то явления. Но все-таки еще раз... Ваш совет. Информации фейковой все равно еще будет много, особенно экономического характера. То есть это и пустые полки будут, да, вот о чем мы говорили с Леонидом, фотографируясь, кто-то будет пустые полки, может быть, это маркетологи, манипулируют, что-то еще. Ваша памятка, как отличить, если это касается экономических новостей, финансовых, банковской сферы и так далее? Информацию, прежде всего, надо искать на сайтах Центрального банка. Там правда информация. Потом все, кто
именно дают информацию со ссылкой на Центральный банк, этой информации я доверяю. Она очень открытая. И прежде всего, вот я сама лично начинаю всю информацию вот именно с этого. Теперь, значит, надо понимать, что во все года, 91 год, 98, 2008 год, 2014, Центральный банк помогал коммерческим банкам, а это значит и их клиентам. То есть это первое, на что обращает внимание на Центральный банк, чтобы вот была стабильность, вот это. И тогда люди-то успокаиваются. И тогда нету вот этого бешеного оттока вкладов, какие-то там немыслимые покупки этой валюты. Люди хотят стабильности. И информацию, вот на сегодняшний день информация, все, что идет трансляция с Центрального банка, они оперативно дают информацию. То есть еще раз говорим об обращении к проверенным ресурсам, источникам. Да. Леонид, еще раз, лакмусовая бумажка, мы говорили, да, вот провести такой анализ, о котором говорил Сергей, далеко не каждый может, это нужно иметь все-таки определенный склад ума, определенное образование, базовые знания. Простому обывателю что нужно знать? Ну, про эмоции мы уже говорили. Что нужно делать, давайте так скажем. Не сидеть весь день в телефоне, а проверять, если уж так очень сильно хочется посмотреть новости, то проверить их дважды, утром и вечером. Все, что прочитали утром, половина из этого опровергнется уже вечером. И вот вечером вы как раз и найдете ответы на все свои вопросы. Скорее всего, так оно и будет в целом. Вот. Ну и да, и обращаться, еще раз подчеркиваем, к проверенным ресурсам. Есть официальная медиаплощадка, где информация действительно проверенная, именно то, что на самом деле происходит. И такой, да, тоже вопрос, вот если так попроще, несколько правил поведения в таком вот фейковом пространстве. Ну, в фейковом пространстве здесь можно по аналогии с телефонными мошенниками. Если вам звонит телефонный мошенник, что нужно сделать? Прежде всего, не поддаваться первому порыву. Прерваться, подумать о чем-нибудь другом, потом вернуться к этой мысли и так далее. То есть почему побежали люди снимать там деньги, там больше триллиона, по-моему, сняли рублей в первый же день, там, 24-го. Они поддались первому же порыву и побежали. Кстати, нечто подобное ведь было, по-моему, в 2016 году или в 2015 году, когда тоже люди побежали, стали покупать там огромное количество, там кто-то по 5, по 6 телевизоров купил. Хотя техника... И через 3 месяца пришлось им продавать это и на eBay по цене в 2 раза дешевле. Да, потому что каждый год цена падает, то есть техника, купленная в магазине, уже на следующий день уже меньше. То есть не поддаваться первому порыву и включить хотя бы здравый смысл. Вот уже сейчас разбирали фейковые фотографии по Украине. Вчера мне попалась такая фотография, я тоже это видел, когда там показывают сгоревший БТР якобы наступающих российских войск. Он сгорел полностью до основания, но на нем выведена буква Z. А почему буква Z не сгорела? То есть любой человек просто задаст себе этот вопрос. Обгорело все до железа, а буква Z почему-то сохранилась. То есть значит, это ее фейк. нарисовали. Да? То есть, опять же, дорогие друзья, мы еще раз приходим к выводу, что информацию нужно обязательно проверять. Включайте рационализм, включайте критическое, трезвое критическое мышление. И тогда вы сами сможете разобраться с большим количеством информации, которая буквально волнами обрушивается на нас абсолютно из всех источников. Помним об официальных, проверенных источниках, дорогие друзья. Обращайтесь к специалистам, которые разбираются в этих вопросах, и тогда мы сможем все вместе выбраться, выпутаться из любой истории, и все у нас будет хорошо. Берегите себя и до новых встреч в эфире. Thank you.